вахты на самоизоляцию и обратно на работу. Практически весь прошлый год в таком режиме трудились сотрудники всех социально-медицинских учреждений республики. Во время пандемии дел социальных работников прибавилось. Помимо основной нагрузки, они помогают доставлять продукты и лекарства для самоизолированных людей. Более 140 тысяч заявлений на выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет принял Республиканский центр социальной поддержки населения с мая этого года. Роботизированные экзоскелеты как новая реальность для республиканских реабилитационных центров. Более 500 спасенных женщин и детей. Ресурсному центру «Семья» исполняется 4 года. На рисунках красок акварель нам подарит солнечное лето. Зазвучит в сердцах музыкой капель, или кто-то улыбнется где-то. Но бывает так, что грянет гром, тот, что сменит радуга однажды. Встретив новый день, смело мы пойдем, отпуская голубей бумажных. Пусть горят на небе звезды, как и прежде, и летят над миром ангелы надежды, крылья веры и любви раскрыть они спешат, чтобы принести нам благую весть, что на этом свете место чуду есть. Нужно лишь поверить, нужно лишь понять, просто для кого-то этим чудом стать. Мы с тобой пройдем весь этот путь, ведь маяк в ночи так ярко светит. Музыка сердец, ее не обмануть. Пусть она звучит на всей планете. Пусть горят на небе звезды, как и прежде, и летят над миром ангелы надежды, крылья веры и любви раскрыть они спешат, чтобы принести нам благую весть, что на этом свете место чуду есть. Нужно лишь поверить, нужно лишь понять, просто для кого-то этим чудом ангелы надежды, ангелы надежды, ангелы надежды, ангелы надежды, ангелы надежды, ангелы надежды, ангелы надежды. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех, кто собрался в этом замечательном зале, в кругу коллег и друзей для того, чтобы отметить свой профессиональный праздник – День социального работника.
праздничный день слова благодарности звучат в адрес социальных работников на дому, персонала домов-интернатов и психоневрологических интернатов, службы занятости, центров социальной поддержки населения и центров «Семья», а также работников социальных приютов и центров содействия семейному воспитанию, реабилитационных центров, органов опеки и попечительства, специалистов в сфере охраны труда и трудовых отношений и, конечно, работников социального блока муниципальных администраций и Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Каждый из вас пришел в эту сферу не случайно и остался в ней по зову сердца. Дорогие друзья, слово имеет глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Добрый день, дорогие друзья. Я от души вас поздравляю с Днем социального работника. Сегодня еще юбилей службы занятости, 30 лет. Я, конечно, присоединяюсь к этим поздравлениям. Мне, конечно, написали выступление сегодня, но у меня сегодня важная для меня миссия. Я с ней только, собственно, сюда пришел. Я для того, чтобы сказать вам огромное спасибо. Знаете, вот для нас всех прошедший год такой был непростой, очень тяжелый. И вот вы для меня здесь, все сидящие в зале, и огромная армия работников социальных служб, это те люди, которые вместе с врачами стали в первую шеренгу и противостояли тяжелейшему вызову нашей стране, миру, человечеству, нашему обществу, нашему Башкортостану. Поэтому примите, пожалуйста, от меня огромные слова благодарности и низкий поклон за ваш труд. Вы знаете, хочется немножко вспомнить, потому что, знаете, как быстро все это забывается, а этого забывать нельзя, для того, чтобы мы понимали, что мы с вами прошли действительно очень тяжелый путь. На ваши плечи легла огромная нагрузка. Огромная просто нагрузка, и я хорошо помню все эти детали, события. Я помню уже, как Ленара Хакимовна, когда я просил работников служб помочь нам в изоляции, в контроле людей, которые, помните, должны были сидеть дома, и вы ходили, стучали, дома ли вы сидите. Это огромная армия людей ходила, это просто тысячи, десятки, сотни тысяч вы охватывали, и Ленара Хакимовна мне уже говорила, все, люди уже падают с ног. Я говорю, ну потерпи, пожалуйста, немножко. Нам еще вот немножко для того, чтобы остановить эпидемию. Я бесконечно вам благодарен. Знаете, я помню историю, помните, заполыхал у нас первый Нефтекамск, если не ошибаюсь. Потом после Нефтекамска, там уже заполыхал Кумертау. Тяжелейшая история была в Учелах. Тяжелейшая история была, в Ишимбае. В целом ряде муниципалитетов, в наших социальных учреждениях. Я помню еще, это часа 4, наверное, утра, мне звонит глава Нефтекамска и говорит, Радий Фаритович, извините, потревожил. Я говорю, Ратмир, говори, что у меня вот такая история. Я говорю, молодец, что сказал, и надо срочно принимать решение. Вот я, честно вам скажу, я очень много деталей этого помню, и детали помню, как вам-то пришлось несладко. Мы тоже работали, но я сидел в кабинете, управлял республикой, а вы шли на передовую, самую настоящую. И это ведь, я попросил Ленару, я говорю, скажите мне, сколько человек вот у нас в социальных учреждениях в результате были закрыты вместе с персоналом, вместе с тем, кто получает услуги? 3000 человек на протяжении нескольких месяцев не вылазили оттуда, заходили туда в зону, рисковали заболеть, многие заболевали, кого-то мы потеряли, кто-то умер, но мы ведь могли тогда оказаться перед ситуацией, что какие-то социальные учреждения, просто люди уйдут, потому что это страшно. Это очень, на самом деле, было страшно.
У каждого, наверное, свои впечатления, потому что это сейчас мы к этому относимся как-то уже к тому, что мы понимаем, это уже не неведомая опасность. Мы знаем, как защититься, мы знаем, как себя уберечь, мы знаем, какие последствия. Врачи, слава Богу, научились лечить людей заболевших, но тогда этого всего ничего не было. И вы шли туда и выполняли вашу работу. Это настоящий подвиг, и я считаю, что мы должны сделать все, чтобы и наши дети это помнили, и республика. Поэтому спасибо вам еще раз огромное. Вы знаете, ваша работа еще, не могу это сегодня не сказать, ваша работа особенная, потому что вы имеете дело с теми людьми, массе своей, и в большинстве своем, которые больше нуждаются в помощи от нас. Это пожилые люди, это инвалиды, это семьи, находящиеся в сложном положении, это дети, в конце концов, которые имеют проблемы со здоровьем и борются за жизнь, борются за здоровье. Все это вот вы здесь сидящие. И с вас требуется не просто профессиональная компетентность, все-таки ваша работа предполагает определенное ваше разделение боли, какое-то внутреннее сопереживание. И, конечно, вы сгораете на работе. Это я понимаю, потому что то, что мы говорим, профессиональное выгорание, каждому из вас присуще. Понимаете, вот можно по-разному выполнять свою работу, но я про вас многих могу сказать, это вот Ньюта Федермессер, как-то мы с ней разговаривали, она говорит, вот есть вещи, которые находятся вне пределов чисто профессиональной компетенции. Да, укол поставить, перевязку сделать и накормить – это одна история, а вот просто улыбнуться человеку, пожилому человеку, который, может быть, ложкой не попадает себе в рот, там на себя кушая, забросил кашу и так далее, или ребенок, который, может быть, расшалился и до конца не контролирует своих действий, и вы – это постоянное терпение, великодушие, уважение и, я бы сказал, любовь вот к этим вашим людям. И за это вам еще раз огромное спасибо. Я сегодня, конечно, хочу сказать и о работниках службы занятости. 30 лет прошло, и вроде вот мы не видим, а сталкиваемся тоже тогда, когда плохо. Я вам просто цифры приведу. В период из-за коронавируса, несмотря на то, что мы какими только уловками там не выруливали и поддерживали нашу экономику, количество безработных, официально зарегистрированных республика, достигло для нас тяжелых показателей – 129 тысяч человек. Сейчас уже, слава Богу, 55. Сейчас я могу похвалиться, и Ленара мне докладывала, я могу похвалиться тем, что у нас количество вакансий превышает количество тех, кто стоит зарегистрирован. Мы, слава Богу, преодолели вниз, упали, у нас уже 3% отметка, у нас уже 2,9, 2,8 безработица, а доскакивали практически до 6-9%. При этом вам напоминаю, что у нас есть поручение президента нашей страны. Мы должны к концу года вернуться до коронавирусному уровню безработицы. И это ваша огромная, в том числе, задача. Безусловно, это задача макроэкономическая, это задача экономики, то, чем занимается правительство, то, чем я занимаюсь. Но ваше сопровождение индивидуальное людей, поиск им работы, поиск, попытка найти себя в этой жизни, поддержать через различные механизмы юридические, финансовые, которых сейчас довольно много, и по линии федерального центра, и по линии республики, это, собственно, ваш труд. И вы сегодня можете гордиться, подчеркивая, что мы очень неплохо идем и выполняем эту бесконечно важную задачу. Поэтому работникам службы занятости огромное-огромное спасибо. Вы тоже находитесь на передовой. Знаете, я особо хотел бы сказать сегодня тем, конечно, работает с особенными детьми, особенными семьями. У нас немножко планы, конечно, по строительству новых объектов, где-то на год в среднем мы затормозились. Но, подчеркиваю, все те планы, которые у нас есть, строительство социальных объектов, мы достроим в 2022 году большой реабилитационный центр для детишек. У нас в Зеленой Роще, вы знаете, там вовсю стройка идет. Мы, как я и обещал, на северо-востоке построим для детей центр, в Сибае построим центр, и потихонечку будем укреплять материальную базу. Я заверяю вас, что мы, безусловно,
будем работать над тем, чтобы условия для тех людей, которые в этом нуждаются, были лучше, лучше и лучше. Хотел я вас поблагодарить и за очень высокий профессионализм и компетентность. Вы помните, когда было прям плохо многим семьям, президент принял ряд важных решений. Вот просто помочь вот в моменте деньгами, какими-то решениями материальными и так далее. И это нужно было делать в течение месяца. Это очень сложно было на самом деле, перегруппироваться, перестроиться. И наша служба, я считаю, отработала на идеально, на отлично, если можно так сказать. И вы эту задачу выполнили, и люди могли по очень простой схеме, без бесконечного хождения по кабинетам, получить то, что им положено по решению нашего президента. Это огромная работа. И Центр социальной поддержки, который у нас работает, и, если не ошибаюсь, оперирует, по-моему, 145 тысячами, соответственно, получателей, а в целом по республике 1 миллион и 100 тысяч людей являются получателями наших социальных услуг. Это огромная армия, которой вам нужно работать. Я, конечно, сегодня не могу не похвалить вашего министра. Она и ваша, и наш министр. Так? У нас мужской коллектив в правительстве, женщин не так много. Вот так получилось, когда у нас сформирован был штаб, и мы принимали сложные решения. Ленара Хакимовна участвовала во всех этих вещах. Как она выдержала, наверное, одна она только знает. Ленара Хакимовна, низкий вам поклон и огромное спасибо. Я не знаю, имею ли я право так говорить, не имею, но поскольку вроде глава республики, вроде большое количество за меня людей голосовало, я хочу вам всем передать вот низкий поклон от тысяч, сотен тысяч людей, которые получили у вас поддержку в это время. И, наверное, когда-нибудь придумать какую-нибудь технологическую уловку, чтобы там начальник мог всех обнять за один раз. Пока такой уловки нет, но я вас всех очень крепко обнимаю. И еще раз говорю вам спасибо. Берегите себя. Уважаемый Ради Фаритович, позвольте перейти к церемонии награждения. Указами главы Республики Башкортостан за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд в области социальной защиты населения и содействия занятости населения почетной грамотой Республики Башкортостан награждаются: Гатина Клара Нурисламовна, ведущий инспектор государственного учреждения Юго-Восточный межрайонный центр занятости населения. Елшебекова Назифа Мануфовна, врач-педиатр Центра социальной и коррекционной помощи «Радуга». Калугина Наталья Александровна, начальник отдела государственного учреждения Южный межрайонный центр занятости населения. Новикова Людмила Геннадьевна, директор филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по Дуванскому району. Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Башкортостан» присваивается Колесникову Геннадию Витальевичу, специалисту по спорту культурно-спортивного реабилитационного центра общества с ограниченной ответственностью Белебеевское предприятие «Автодеталь». Исхаковой Рафизе Василовне, главному инспектору Юго-Западного межрайонного центра занятости населения. Каримовой Рамиле Хамзиновне,
директору автономной некоммерческой организации содействия Миякинского района. Поздняковой Наталье Алексеевне, заведующему сектором приема граждан филиала Республиканского центра социальной поддержки населения по городу Уфе в Орджоникидзевском районе. Романовой Лидии Байроновне, ведущему инспектору отдела государственного учреждения Межрайонный центр занятости населения Зауралья по Абзелиловскому району. Султановой Галие Хайбуловне, заместителю директора автономной некоммерческой организации Преображенск Зилаирского района. Сухаревой Наталье Михайловне, начальнику отдела по работе с инвалидами Государственного учреждения Центр занятости населения города Уфы. Точилкиной Наталье Евгеньевне, начальнику отдела филиала Восточного межрайонного центра занятости населения по городу Межгорье. Хафизову Шамилю Фанилевичу, начальнику отдела государственного учреждения Центральный межрайонный центр занятости населения по Кармаскалинскому району. Евгильдиной Ляле Хамзовне, воспитателю Центра содействия семейному воспитанию имени Шагита Худайбердина. Спасибо, Ради Фаритович. Буррахмет. Я просто еще хочу сказать, что все невзгоды пройдут, все мы победим, восстановим экономику, она у нас уже восстановилась, и будем дальше двигаться по пути развития нашего родного Башкортостана. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, вас приветствует Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова.
этом году исполнилось 30 лет со дня принятия закона о занятости населения и создании соответствующей государственной службы. Центры занятости прошли непростой путь становления и развития, порой являясь инициаторами и проводниками активной политики на рынке труда. Дорогие друзья, для награждения на сцену приглашается председатель Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Константин Борисович Толкачев. Уважаемый Ради Фаритович, уважаемые работники, ветераны социальной сферы, дорогие друзья. Конституция Республики Башкортостан в 11 статье провозглашает нашу республику социальным государством. Это значит, что социальная функция занимает ведущее место среди всех функций нашего государства. Любая функция должна быть структурно обеспечена. О том, какой огромный перечень организаций государственного, негосударственного характера специализируются на оказании социальных услуг, уже Ради Фаридович сказал. И хотел бы отметить, вы находитесь на самом переднем крае решения социальных проблем, которые, к сожалению, сопровождают каждого человека в течение всей его жизни. И именно от вашей работы зависит оценка, которую дают люди государственной власти. Оценка эта высокая, и во многом она зиждется на вашем труде. Спасибо вам. Дорогие друзья, я в этот день хочу пожелать вам, наверное, самых главных ваших профессиональных качеств, специфических. Это терпение, сострадание и человечности. И очень хочу, чтобы эти качества, ресурс их никогда не был исчерпан у вас. Спасибо вам за вашу работу. Уважаемый Константин Борисович, разрешите перейти к церемонии награждения. За многолетний добросовестный труд в сфере социальной защиты населения Республики Башкортостан и активную общественную деятельность почетной грамотой Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан награждаются: Гатаулина Анфиса Мударисовна, медицинская сестра Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Верхнетроицкий психоневрологический интернат. За многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность благодарность председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан объявляется Мещерякову Николаю Сергеевичу, начальнику отдела Государственного казенного учреждения Центральный межрайонный центр занятости населения по Архангельскому району. Пучкиной Милане Валерьевне, главному инспектору Юго-Восточного межрайонного центра занятости населения. Семеникиной Ирине Викторовне, заместителю директора Государственного казенного учреждения Северо-Западный межрайонный центр занятости населения. Хазиевой Светлане Махасимовне, ведущему инспектору Западного межрайонного центра занятости населения. Хакимовой Разиде Равиловне, воспитателю отделения «Социальный приют для детей и подростков» в Уфимском районе Государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан Межрайонный центр «Семья». Хамитову Рафаэлю Эрнистовичу, директору филиала Центра занятости населения города Уфы по Советскому району. Спасибо, Константин Борисович. Ровно 230 лет назад, именно в этот день,
Петр I подписал указ о создании государственной богадельни для нищих, больных, престарелых, за которыми требуется уход. И по сей день никто из обездоленных не остается без внимания. Дорогие друзья, встречайте, народная артистка Республики Башкортостан Индира Садулина, солистки Башкирской государственной филармонии имени Хусейна Ахметова Гульшат Герфанова и лауреаты международных и всероссийских конкурсов Ильяс Сулейманов, Вадим Муратов, Рамис Хакимов. За все спасибо, добрый друг, за то, что правда был ты другом, за тот в медовых травах луг, за месяц тоненький над лугом, за тот в медовых травах луг, за месяц тоненький над лугом. За то селение над рекой, куда я шла, забыв про усталь, за чувства, ставшие строкой, за строки, вызванные чувством, за чувства, ставшие строкой, за строки, вызванные чувством, за то, что мне любовь твоя порой была нужнее хлеба, за то, что выдумала я тебя таким, каким ты не был, за то, что выдумала я тебя таким, каким ты. Спасибо, добрый друг, за то, что правда был ты другом, за тот в медовых травах луг, за месяц тоненький над лугом, за тот в медовых травах луг, за месяц тоненький над лугом. Дорогие друзья, мы хотим еще раз сказать спасибо главе Республики Башкортостан Радиу Фаритовичу Хабирову за теплые слова в адрес социальных работников. Для награждения на сцену приглашается заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Васильевич Забелин. Приступаем
Церемония награждения за добросовестный труд и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга в борьбе с коронавирусной инфекцией. Почетной грамотой правительства Республики Башкортостан награждается. Вагапова Гульнара Раисовна, заместитель директора филиала Государственного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения по городу Стерлитамак. Томашевская Анфиса Хатифовна, специалист по комплексной реабилитации отделения в городе Октябрьский Республиканского реабилитационного центра. Благодарность правительства Республики Башкортостан объявляется Казырбаевой Дине Радиковне, педагогу-психологу Государственного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Центр содействия семейному воспитанию имени Шагита Худайбердина. Соколовой Валентине Павловне, воспитателю Серафимовского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Спасибо, Максим Васильевич. Hürmetli dostlar, hizde Башкортостандың атқаданған артисі Зейнетдин сәлемлей. Қаршы алығыз. Добрый день. А можно потанцевать ручками, да? Вот это я понимаю. Спасибо. А можно поаплодировать? Ежегодно в День социального работника подводятся итоги республиканского конкурса «Лучший работник учреждения социальной защиты населения». Конкурс проводится по 10 номинациям.
раскрывая участников не только как профессионалов, специалистов, но и как людей творческих и талантливых. В этом году в конкурсе приняли участие 34 специалиста и руководителя. Сейчас в зале находятся финалисты конкурса. И знаешь, Женя, в чем интрига сегодняшнего дня? Никто из них не знает, кто же стал победителем. Да, страсти накаляются, ведь главный денежный приз – это 50 тысяч рублей. Дорогие друзья, на сцену приглашается министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Хакимовна Иванова. Дорогие мои коллеги, уважаемый Ради Фаритович, уважаемые гости, я хотела сказать, что вы самые, мои коллеги, самые скромные, самые сильные и чуткие люди на свете. Я преклоняюсь перед вашей выносливостью и силой духа. Каждый год на День социального работника я говорю фразу: вы очень хорошо работаете, поэтому никто вас не знает. Но прошлый год все изменил. Весь мир и вся страна и республика узнали, что есть на свете психоневрологические интернаты. Я благодарна всей нашей системе за то, что вы все как один, вот начиная от сиделки в интернате, заканчивая работником министерства, мы все с вами трудились в режиме военного времени. И мы выстояли. Спасибо вам огромное. Мы с вами узнали такие слова, как в нашу жизнь прочно вошли такие слова, как самоизоляция, ПЦР, обсервация, рециркулятор и так далее. К сожалению, зараза эта еще не до конца ушла из нашей жизни, и я, пользуясь случаем, хочу сказать: коллеги, всем нужно сделать прививку и вдохновить свои коллективы на вакцинацию, чтобы мы вернулись к нормальной жизни на самом деле, потому что ад этот не хотелось бы повторить. Я хочу поблагодарить сегодня руководство республики, вас, уважаемый Ради Фаритович, за неизменную поддержку нашей системы и за те добрые слова, которые вы сегодня сказали. Они вдохновили нас на целый год вперед, до следующего Дня социального работника. Конечно же, я благодарна всем нашим коллегам, партнерам. Сегодня многие из них в этом зале – это наши постоянные партнеры, с кем мы решаем все наши каждодневные проблемы. Это Министерство финансов, Министерство здравоохранения, образования, культуры, Министерство экономического развития, Минсельхоз. Вот можно перечислять все министерства и ведомства нашей республики и полностью все правительство, аппарат правительства. Огромное спасибо за поддержку. Также сегодняшний день отмечают как свой профессиональный праздник такие ведомства, как Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования, Бюро медико-социальной экспертизы. Нашими партнерами являются профсоюзы, работодатели. Я считаю, что полноценно отрабатывают и забирают на себя огромную часть проблем профессионально работающие, социально ориентированные некоммерческие организации. И, конечно, социальный бизнес. Всем низкий поклон за ваше соработничество, за вашу поддержку, за наше партнерство и совместный труд на благо людей Башкортостана. Я всех вас благодарю и хочу сказать, что впереди у нас очень много работы. И пожелать хотелось бы всем нам, на самом деле, поменьше новых задач, чтобы больше оставалось времени на себя. Всем вам добра, мира, побольше солнечных дней, любви и семейного благополучия. Будьте счастливы! Уважаемая Ленара Хакимовна, спасибо за теплые слова. И, конечно же, сейчас мы переходим к торжественной церемонии награждения. Дипломом Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и денежным призом награждаются: в номинации «Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания» Сумеркина Олеся Анатольевна.
заведующий отделением «Социальный приют» в Иглинском районе Государственного учреждения «Межрайонный центр «Семья». А в номинации «Лучший руководитель структурного подразделения учреждения в сфере социальной защиты населения» Бердигулов Фанис Фанилевич, руководитель службы семьи в Зианчуринском районе Государственного учреждения «Юго-Восточный межрайонный центр «Семья». А в номинации «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания» Бабикова Марина Геннадьевна, воспитатель Государственного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Центр содействия семейному воспитанию «Алые паруса». А в номинации «Лучший специалист по реабилитации инвалидов учреждения социального обслуживания» Акулова Любовь Павловна, учитель-логопед отделения реабилитации в Янаульском районе и городе Янаул Государственного учреждения «Реабилитационный центр» города Нефтекамск. А в номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания» Шагивалеева Ильмира Риваловна, медицинская сестра палатная Государственного учреждения «Учелинский психоневрологический интернат». А в номинации «Лучшая медицинская сестра учреждения социального обслуживания детей-инвалидов» Мусина Лилия Ралифовна, медицинская сестра Государственного учреждения «Реабилитационный центр» города Белорецк. А в номинации «Лучший специалист службы занятости населения» Каюмова Гульнас Камалетдиновна, психолог первой категории филиала Государственного учреждения Северо-Западный межрайонный центр занятости населения по Янаульскому району. А в номинации «Лучший специалист учреждения социальной поддержки населения» Мартынова Айгуль Забировна, главный эксперт отдела по работе с обращениями граждан и взаимодействия с МФЦ филиала Государственного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения по Дюртюлинскому району и городу Дюртюли. А в номинации «Специальная премия» за работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации Давлетова Лилия Фаниловна, специалист по социальной работе отделения реабилитации Государственного учреждения «Реабилитационный центр» города Нефтекамск. А в номинации «Специальная премия за творчество в работе» Болдырева Олеся Анатольевна, педагог дополнительного образования Государственного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Центр содействия семейному воспитанию «Виктория». Еще раз аплодисменты всем награжденным. Поздравляем. Желаем успехов в работе. Ну что ж, фото на память. Ленара Хакимовна, просим продолжить церемонию награждения. За добросовестную работу в системе Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, высокий профессионализм и безупречное исполнение служебных обязанностей, почетной грамотой Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан награждаются Гурьянова Надежда Николаевна, главный специалист отдела опеки и попечительства администрации Уфимского района. Идрисова Флюра Хамидулловна, социальный работник автономной некоммерческой организации «Благое дело» Давлекановского района. За плодотворное сотрудничество, активное участие в мероприятиях по реализации государственной семейной политики и содействию занятости населения Республики Башкортостан
Благодарственным письмом Министерства семьи и труда Республики Башкортостан награждается Башкирское отделение номер 8598 Сбербанка России в лице исполняющего обязанности управляющего Салихова Азамата Ураловича, представитель, заместитель управляющего башкирским отделением Гильманов Марсель Амирзянович. Благодарственным письмом Министерства семьи и труда Республики Башкортостан награждается Исамудинов Салават Фадисович, руководитель отдела продаж автомобильного салона Car Shopping. Благодарим вас, Ленара Хакимовна. Большое спасибо. Дорогие друзья, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации присоединяется к поздравлениям с профессиональным праздником. Внимание на экран! Меня зовут Вера Гаврилина, мне 39 лет, живу в Петрозаводске. Работаю в Центре соцобслуживания Республики Карелия, специалист по социальной работе. Мы всегда стремимся помогать тем людям, которые к нам обращаются, и надеемся, что у нас это получается. Я Мухаммадиева Айсулу. Пришла работать в дом престарелых и инвалидов года 3 назад, можно сказать, случайно. Работая тут, я еще больше осознала ценность и важность семьи. Когда ты молод и красив, о старости не задумываешься. Самое важное – всегда чувствовать себя нужным. Когда осознаешь, что тебя любят, появляются силы и желание жить. Меня зовут Николай. Я выбрал для себя профессию социального работника. Помогать людям – это ежедневная работа, и особую значимость она приобрела во время пандемии, когда наши бабушки и дедушки еще больше нуждались в заботе и внимании. Для этого и нужны соцработники. Еще раз аплодисменты, очень трогательный ролик. Я думаю, что ваша работа, ваш пример, уважаемые социальные работники, сподвигает на новые добрые поступки все новых и новых волонтеров. Спасибо вам огромное. Дорогие друзья, для вас на сцене народный артист Республики Башкортостан Анвар Нургалиев. Sözler gerek, söğüp yuvattırday, süngen күңелләрне назлап уяттырдай. Канат куеп иңгән, бирешмәскә ширгән, шундый җылы сүзләр ишетәсе килә. Шундый истәләр кирәк, тәме бетми торган, шундый истәләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый истәләр әйтәләсең сирәк? Şöyle sözler eydi gel kübrek. Şunday isteler kirek temi bitmi turgan, şunday isteler kirek candan gitmi turgan. Niye şunday isteler eytelesin sirek? Şöyle sözler eydi gel kübrek. Аны ишетүгә кабат туаттырган.
Яшынларыны қуып, құяш шығарырдай, сабый баласыман ихлас қуанырдай. Шундай ізделер керек тәбі бітмей тұрған, шундай ізделер керек жоннан кетмей тұрған. Неге шундай ізделер айтыласың сирек, жыл ізделер айтигәлі көбірек. Шундай ізделер керек тәбі бітмей тұрған, шундай ізделер керек жоннан кетмей тұрған. Неге шундай ізделер айтыласың сирек, жылы сөзділер айтигәлі көбірек. Шундай ізделер керек, үміт бере тұрған, шын көңілден әйтіп бәхіт көре тұрған. Керек қошар үшін, алар көңіл көзін, өзің қадай болсын, алтын болсын сөзің. Шундай ізделер керек тәбі бітмей тұрған, шундай ізделер керек жоннан кетмей тұрған. Неге шундай ізделер айтыласың сирек, жылы сөзділер айтигәлі көбірек. Şunday izdeler gerek təbi bitmey тұрған, şunday izdeler gerek candan gitmey тұрған. Niye şunday izdeler eytiləsin sirek, şılı süzdeler eytigəli köbrek. Şunday izdeler gerek təbi bitmey тұрған, şunday izdeler gerek candan gitmey тұрған. Niye şunday izdeler eytiləsin sirek, şılı süzdeler eytigəli köbrek. Niye şunday izdeler eytiləsin sirek, şılı süzdeler eytigəli köbrek. Хайырлы күн, hürmetli dostlar. Мен енді баршаңызны шын көңілімнен социаль қызметкерлер күні белән шын күңелдән котлыйм. Әйтәсем килә, эшегез сезнең бәйрәм көне, ял көне гадәти эшкә әйләнә. Сез һәр вакытта да ашыгасыз ярдәмгә. Әйтәсем килә, эшегез сезнең бик саваплы, бик игелекле. Менә караусыз калган әби бабайларга, әни әтисез калган сабыйларны каравыгызда ул чынлап та бик эшегез саваплы. Шуңа күрә сезгә бүген сезгә телисем килә, күңел тынычлыгы, гаилә бәхете, якыннарыгызның исәнлеген, гаиләгездә барысы да булсын яхшы. Таза сау булыгыз, озын гомерле булыгыз, барысы да булсын сез теләгәнчә Алла бирсен. Инде бу җырны бергәләп җырларбыз диясем килә. Җырлыйбызмы? Яшьлек урамдары, тулы хыялдары, бер шатлыкка туймас итәрдәр. Өфе юкәлләре безнең хакта әле, япрак яра тиярдәр. Өфе юкәлләре безнең хакта әле, япрак яра тиярдәр. Безнең менгән аттар, жылдар аргымактар, көмеш тезген алтын югәнедәр. Өфе юкәлләре
hakta eli seske ata neyler der üfü yükelleri bildiğin hakta eli seske ata neyler der. Ömer iki kilmey, utar iki hünmey, Edimin yanıp dikdir hüngenler. Öfe yaprak öfe yükelleri unutmadı dareli yaprak koya koya iler der öfü yükelleri unutmadı dareli yaprak koya koya iler der. Бейрамлен! Анвар Нургалиев. Слова огромной благодарности и, конечно же, признательности в этот праздник хочется выразить ветеранам социальной службы, которые состояли у создания истоков системы. Вами сделано немало добрых и важных дел. Позвольте вам, уважаемые ветераны, пожелать долголетия, крепкого здоровья, радости и, конечно же, мира. Һеҙҙең өсөн Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың халыҡ артисы Фидан Ғафаров йырлай. Ҡаршы алығыҙ. Атты ташы, атты ярғы, ҡарһыуҙары шулдыр инде яҙҙың ташы ярһыҙҙары. Атты беҙҙең ҡар өҫтөндә ҡалған эҙҙәр. Атты йыуа бикәү бергә һалған эҙҙәр. Һин ғүмер ағаштарым, һин минең ағаштарым, һин минең шатлыҡ елем, юғаҡты табыштарым, һин минең ағаштарым. Һин минең ағаштарым. Бына тағы ергә ҡарҙар яуа, бөтән әммә туңған төҫлө ҡар аҫтында. Ҡарҙар яуа, көндәр яуа, айҙар яуа, һине күрәм айҙар.
başında İngömer ağaçların Hinminin ağaçların Hinminin şatlık elin Yuvaktı danışlarım Hinminin ağaçların Kızlardan bit Yozlarıla bula Gituzlardan bula koytuvu Tamaşasım Yaray hez barali Hez bulganға sangat Maturu Hez bulganға sangat Maturu İngömer ağaçlarım Hinminin ağaçlarım Hinminin şatlık elin Yuvaktı tabışlarım Hinminin ağaçlarım Hinminin ağaçlarım Hinminin ağaçlarım Добрый день, дорогие друзья. Разрешите поздравить вас от имени коллектива и руководства Башкирского академического театра драмы имени Мальта Гафури. Пожелать вам крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в ваших делах. Барма туған жаққа қойтканын. Еш өлеңге қайынып ятканын. Ғұмырдың оғышын, ирактың тебішін. Бар ма енің тыңлап ятканын? Бар ма? Туған жаққа қойтканын. Ауылы қойда биік тау етегінде Таударында ағынып қойтам ситтерге кетемінде Кіркәлі таудары биік бол ғаламыны Туған яттың үйген ердің достардың қадірін біліп Кіркәлі таудары Бейік бол қаламыны Туған яқтың үйген ердің Достардың қадірін біліп Сиялі өзі шешмәлі Кіркәлі тау етегі Сиялі тау етегінде Көрішір біді бітәлі Кіркәлі таулары Бейік бол қаламыны Туған яттың үйген ердің Достардың қадірін біліп Кіркәлі таулары бейік бол қаламыны Туған яттың үйген ердің Достардың қадірін біліп Кіркәлі
сыққас бұрылып кеткен юлдар бар. Біздің көңілде нелер бар, менде хоғыш мұңдар бар. Кіркәлі таулары биік, биік бұл ғаламыни. Туған яқтың, үйген ердің, достардың қадірін білек. Кіркәлі таулары биік, биік бұл ғаламыни. Туған яқтың, үйген ердің, достардың қадірін білек. Bilik бұл ғаламыни. Hey! Туған яқтың, үйген ердің, достардың қадірін білек. Кіркәлі таулары биік, биік бұл ғаламыни. Туған яқтың, үйген ердің, достардың қадірін білек. Туған яқтың, үйген ердің, dostlarının kadren bilir. Рахмат, с праздником вас. Ресейдің һәм Спасибо. Башқұртстанның халық артисі Фидан Амаров. Направление деятельности министерства многогранны. И в центре внимания всегда остается человек. Это адресная социальная поддержка, сопровождение детей, семей, жизнеустройство детей и их защита, реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, уход за пожилыми и инвалидами, развитие системной благотворительности и поддержка НКО. Файгуль, я продолжу этот список. Это и регулирование сфер труда и занятости, организация охраны труда, ведение демографической и миграционной политики, реализация национальных проектов. Спасибо вам. Дорогие друзья, для вас поет лауреат международных и всероссийских конкурсов Карен Оганесян. Встречайте. Небо на ладони, только сердцу веря. Небо на ладони, не занес себе я. И луну, и звезды пополам делили. Как же было просто жить в огромном мире. Небо на ладони дразнит белым светом. Небо на ладони, ты не сам, не нежно. Разве было мало жить небесным браком? Ну зачем гадал на любовь по картам? Не гадайте на любовь, если счастливы глаза. Не гадайте на любовь, все решают небеса. Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать, с кем делиться тайны снов, с кем парить, кому отдать. Небо на ладони, очень осторожно. Если только тронуть, все разрушить можно. Святый, кто не верит глупому раскладу. Если сердце бредит, значит так и надо. Не гадайте на любовь, если счастливы глаза.
Не гадайте на любовь, все решают небеса. Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать, с кем делиться тайны снов, с кем борись, кому отдать небо на ладони. Небо на ладони. Не гадайте на любовь, если счастливы глаза. Не гадайте на любовь, все решают небеса. Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать, с кем делиться тайны снов, с кем борись, кому отдать небо на ладони. Небо на ладони. Спасибо. Вас поздравляет лауреат международных и всероссийских конкурсов Екатерина Ямщикова. Как у месяца, как у ясного, золотые рога, золотые рога. Как у солнышка, как у красного, золотые лучи позолочены. Ой, Иванушки, удари русые, по плечам лежат, словно жар горят, словно жар горят. Развиться хотят, развиться хотят, жениться верят. Как у месяца, как у ясного, золотые рога, золотые рога. И вновь на сцене Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова.
Дорогие друзья, уважаемые гости, с профессиональным праздником вас спешит поздравить народный артист Республики Башкортостан Айдар Галимов. Ağıl giysin tatmalardan ey ağıla yatmanglar Nindey mаңға әлләйіндім Келеді қалған қармындар Ей тағылым қайда мұң қайда Ей тұрам Аулақ үйлі әм қармынлы Яшілігімді ағынам Ей тағылым қайда мұң қайда Ей тұрам Аулақ үйлі әм қармынлы Яшілігімді ағынам Ауыр кесім ник мұңғау Көңілім бұш ник шулай Үй түрінде тальян гармон Мұңғанып зар елай Әй ауылым қайда мұң қайда Әй тұрам аулақ үйлі әм гармонлы Яшілігімді ағынам Әй тағылым қайда мұң қайда Әй тұрам аулақ үйлі әм гармонлы Яшілігімді ағынам Ауыр кесім яш жүректер Гармон мұңға ұғаған Күйі болып мұңдар қайттым Ауылыма яңынан Әй тағылым қайда мұң қайда Әй тұрам аулақ үйлі әм гармонлы Яшілігімді ағынам Әй тағылым қайда мұң қайда Әй тұрам аулақ үйлі әм гармонлы Яшілігімді ағынам Аулақ үйлі әм гармонлы Яшілігімді ағынам Спасибо, друзья. С праздником вас. Как я рад быть вместе с вами в этот день. Вот уж действительно, вот уж поистине министерство неравнодушных людей. Да, уникально. Ваша профессия уникальна. Ваша профессия незаменима. Я рад, что иногда вот удается делать какие-то совместные проекты, совместные дела, совместные добрые дела. Низкий поклон вам. Берегите себя, берегите своих родных. С праздником! Байрам белән, достар! Байрам белән! Сен менің жанымның яртысы Яшисің йөрәгім түрінде Нұр сиреп барасы юлыма Балқисың көңілім көгінде Мен сені ғөмірім бойына Ышықлап барырмын жиллерде Үзілсе барасы юлларым
köpürgünlerde Biz ikev ayrılmaz farkana Bir kimde ker almaz arağa Hasretni güller biz ikiga Şit yotlar tuz salsa yara Min seni ömrüm boyuna Işıqlab barırmın jillerden Üzülse barası yollarım Ururmun min köpürgünlerden Dünya bu var mı yol gel tegiz Şatlık var turmuşta kaybı var Al kıyaş bulup min balkırma Kübengni hafılasa bulutlar Min seni ömrüm boyuna Işıqlab barırmın jillerden Üzülse barası yollarım Ururmun min köpürgünlerden Min seni ömrüm boyuna Işıqlab barırmın jillerden Üzülse barası yollarım Ururmun min köpürgünlerden Üzülse barası yollarım Ururmun min köpürgünlerden Народный артист Республики Башкортостан Айдар Галимов. Спасибо. Все вы, уважаемые гости, дорогие друзья, с невероятной самоотдачей и трудолюбием помогаете людям. И пусть иногда вам бывает очень-очень непросто, но без вашего тепла наш мир станет тусклым. Желаем вам счастья, большой любви, крепкого здоровья и благополучия всем вашим близким. С праздником! С Днем социального работника! Вы Министерство неравнодушных людей. Спасибо вам! Байрам менен!